На этой неделе в республике вспоминали Ивана Павловича Морозова. Первый секретарь Коми обкома КПСС руководил регионом 22 года. Это время сейчас называют пиком развития Коми края. Анна Зубарева поведает уникальные детали из биографии человека эпохи. Личность Ивана Морозова формировалась в непростые годы. Индустриализация, коллективизация, борьба с врагами народа. Он рос в Межадыре Суздальского района в многодетной крестьянской семье, помогал родителям дома и в полях. С детства Морозов отличался целеустремленностью, организаторскими способностями, смекалкой. В родном селе юный Ваня был заводилой во всех делах. Несмотря на то, что он жил в деревне, достаточной бедности, но все равно одежда его, костюмчик, в котором ходил в школу, всегда должен быть в порядке. Очень серьезно относился к урокам, готовился к школьным предметам. Но, тем не менее, он был обычным ребенком, который мог взять в атагу ребят и отправиться куда-то или на доброе дело, может и на плохое. Такие дела тоже были. Главное, что он был лидер с детства. Морозов закончил семилетку, затем Сыктывкарскую фельдшерско-акушерскую школу. Прошел войну, на которой был серьезно ранен в руку. От боли мучился всю оставшуюся жизнь, но никогда не подавал виду. Человек-глыба, так про него говорят. Необычайно целеустремленного и энергичного его однажды заметило руководство Коми края и направило в Воркуту создавать там партийную организацию. На севере Иван Морозов прожил 10 лет. В сложнейших условиях Заполярья под его руководством идет строительство шахт, жилых домов для горняков, детских садов. У него в голове было одно: что можно лучше сделать для республики Коми. Столько, сколько сделал Иван Павлович Морозов, дай Бог всем сделать хотя бы половину. В 1965 году Иван Павлович становится первым секретарем областного комитета КПСС. Впереди больше 2 десятилетий кропотливой, нелегкой работы. Ему предстоит поднимать родную республику. Огромную и малоосвоенную. При Морозове были построены железнодорожные пути на Кослан, Усинск, Троицко-Печорск и важнейшие для региона автомобильные трассы. Добыча нефти при нем увеличилась в 9 раз, газа в 19. Развивалась сеть внутренних авиалиний, которая проникла буквально во все районы. В Воркуте построена шахта Варгашворская. В Сыктывкаре введен в эксплуатацию крупнейший в Европе лесопромышленный комплекс. Так, облик некогда отстающий в промышленном плане республики под руководством Ивана Павловича приобрел абсолютно новые черты. Я все время сверяю часы в своей работе с соратниками Ивана Павловича, с теми, кто работал с ним, и говорю: Иван Павлович, как в этой ситуации вы поступил? Мне говорят: вот так. Я говорю: значит, будем делать так. Человек был очень простой, открытый, а самое главное, знал чаяние простого человека, всегда откликался на просьбы простых людей. И самое главное, их выполнял. Он всегда выслушивал мнения простых рабочих, когда выезжал в районы и посещал предприятия. В то же время вел жесткий контроль за всем, что происходило в республике. Если приезжал на стройку Иван Павлович, то только держись. Везде и во всем должен быть порядок. Таким он был, требовательным и справедливым. Неудивительно, что в эпоху первого секретаря Коми обкома КПСС Морозова республика была на пике своего развития. Дорогие товарищи, от имени областного комитета партии, Президиума Верховного Совета и Совета Министров Коми Республики горячо поздравляю многотысячный коллектив строителей, монтажников и эксплуатационников большой трудовой победой с вводом в строй действующих предприятий страны первого пускового потока Сыктывкарского лесопромышленного комплекса. Среди населения республики, города Сыктывкара, это была какая-то любовь к этому человеку, вера в него. Потому что ни одно слово, которое он выступая говорил, оно не проходило, как говорится, мимо. То есть все это выполнялось. Любое взять направление, любое: здравоохранение, образование, культура, спорт. Все это было под контролем Ивана Павловича Морозова. Сейчас трудно себе представить, какие условия были приложены для воплощения всех задумок в жизнь. И во многом именно Морозов способствовал выполнению, казалось бы, немыслимых задач. Роль первого секретаря была исключительно важной и сложной. Он объединял волю и действия большого отряда руководителей, направлял деятельность партийных организаций. Решения принимались коллегиально, но часто именно Иван Павлович был их автором. Генератор важнейших идей нововведений. Его вспоминают до сих пор. И не просто, а с глубоким уважением.
Это удивительный был человек, удивительный, но по своим человеческим еще качествам, не только профессиональным. Почему его люди помнят, но и по своим человеческим. Он был добрый, с чувством юмора. С чувством юмора. Вот я помню, я когда училась во Владимире, мы с ним попали в самолет. Он говорит: Аллочка, а ты что, ты здесь? Иди ко мне. И вот я ему: все досконально расскажи мне, как ты, как учишься, как что, какие у тебя успехи, как все. Вот мы 2 часа, пока летели до Москвы, он как раз летел на очередное в ЦК, мы с ним вот разговаривали. Сестер у меня близнецы, у нас сестры. Он катал на спине, придет и начинает катать. Ну, в общем, такой был, очень такой, детей, безумно любил детей. К столетию республики в Сыктывкаре был установлен памятник Морозову. Как дань памяти, как знак уважения, как простое человеческое спасибо за все, что сделано за 22 года служения родной республике. Иван Павлович теперь уже в бронзе, наконец, снова взглянул на свой любимый Кировский парк. Рядом с домом, где он жил с семьей. Иван Морозов сохранен в веках. Это место у нас в республике стало чуть ли не святым. Вы поверьте мне, я прохожу мимо этого памятника в день где-то 4 раза. Я ищу Ивана Павловича в том окошке иногда, а иногда смотрю, где была раскорячка у нас тут спортивная. Я его вижу, как он идет пешком, без охраны, на работу по улице Кирова. И это все происходит здесь. Иван Морозов – выходец из простого народа, который смог изменить жизнь целой республики. Время его правления стало периодом расцвета для Коми. Это целая эпоха побед и созидательного труда. Вся его трудовая биография – пример безграничной любви к родному краю. 28 марта 1987 года по личному заявлению он был освобожден от должности первого секретаря обкома КПСС в связи с выходом на пенсию. Будучи на заслуженном отдыхе, Иван Павлович не прожил и месяца.